Кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорят. А в нашем рыбацком деле, кто не рискует, тот не ловит. Ну и ладно. Жизнь дороже. Свою рыбу мы еще поймаем. Так, друзья, у нас работочка. Так. Так, размотала до петли. Опа. Ну, все ж. А нет, что-то есть. Что-то есть. Что-то не дерг. Нет. Вон, вот. Опа. Ну вот. Вот и первая щучка. Попала она именно на крупного окуня. Вот он. Окуня проглотила. Энцкаден. Так, как мне тебя достать-то теперь? Игорь! О, есть щучка! Есть! Открыли наконец-то счет! Зубастый. Открыли! Так. Вот он, двойничок. Вон как глубоко она заглотила. Так. Ох ты, как хорошо заглотила. В животе что-то есть, но попало на малька, Игорь. Да. На малявку попало. Не, я думал на окуня, я не понял. А, окунь-то у меня на первом, все правильно, на малявку. Так что можно ставить на малька, заглатывая до кишков. Все, выставляемся на мальков. Ну вот. И щучий счет открыли. Так что мальки рулят. Так, пошел и за мальками. И буду выставлять, наверное, все жерлицы, что есть на мальков. А? Так, пошли. Вот она красотулечка. Не крупная, но грамм 700-800 есть. Так, пошли за мальками ставить. Поставлю все жерлицы, пусть работают. Янскадан. Опа. Так, друзья, хочу показать вам, как я насаживаю живцов. Непосредственно вот сегодня у нас вот такой малек. Я его вот так вот беру. В принципе, на жерлице, независимо от того, малек это, не малек, окунь это или плотва, любую рыбу я так насаживаю. Пихаю в жабры, поводок, вот так вот, отсюда пихаю, сорта вытаскиваю, цепляю двойник и обратно вот так вот на место. Вроде крючок здоровый, пока туда-сюда пихаешь, жабры повреждаются. Идет кровь, что дополнительно приманивает рыбу. И все, вот так вот она болтается. И как мы видим, щука заглатывает ее очень глубоко. Сходу практически не бывает. Я все хотел поймать маленьких окушков. Окуня мелкого мы не поймали. А на малька клюнула. Так что не будем терять время. Раз, два, три. И насадим мы все на мальков. Пусть работают. Ну, если поймаем мелкого окуня, потом
переставить недолго, тем более лунки уже заросли, стянуло. Рядышком где-то пробуримся, если что, переставим, если будет время. Нет, так и нет. Вон тут полыня, близко туда подходить не будем. Пойдем выставляться. Пойдем выставляться. Так. Ну все, поехали. Лед трещит. Я еще с ведром тут дополнительно килограмм 5-6 воды. Так, здесь у меня 3 окуня было. Вот тут вот сейчас опять трещать будет. Вот он. Вот. Вот. Сейчас опять здесь треснет. Тут лед тонкий. Вот сейчас вот здесь вот возле этой лунки. О. Опасно. Блин, сердце ёкнуло, увидел тот флажок свой сработанный. Так, раз, два. Вот давайте сюда поставим. Где-то метров через 20, наверное. 25, может быть. Поставим. Там видно будет. Там Игорь поставил тоже свои. Так что щука подала надежды. Настроение поднялось теперь. Можно выставляться. Не. А окунь большой, да, был? Попробуй. Что там? Вдруг да она. Да тяни сам. Блядь, может. Не так большой. Я его потом пересадил на маленького. Уже он так дергает. Уже второй раз срабатывает, и не крутится этот хрень. Может, окунь сам дергает? Да. Сам окунь, да? Ну. Что за нафиг? Вот гад, да? Да ладно бы окунь, там же мелкий уже. Я крупного. Так, раз, два, три, 4, 5. 5 штук поставил. Руки закоченели. Что, может чай пойдем пьем, нет? Да сейчас уж выставлю до конца, да потом. А, ты что до конца сейчас? Выставлю, жерлица у меня 4. Нет, не ставил. Да потом уж выставлю, да пойдем, вдруг что-нибудь. Пусть ловятся, что они в сумке-то ловиться не будут. Нет. Так, воронью не утащит рыбу. Так, там стоит. Вот сюда, наверное, по центру еще поставлю. Ой, мама. А лед хрустит. Ой. А лед хрустит. Ой. Жим. На одной лунке вот так я решил пяточкой шандарахнуть. Ударил пяткой по льду замерзшему. Такие стрелы пошли. Теперь я лучше чем-нибудь проковыряю, блин. Так, с чем проковырять-то? Пойду крючком отковыряю. Морозит вроде бы, блин. Лед должен крепче быть, а трещит и трещит. Так, и пойду там в конце еще поставлю пару штук. Вон, это замерзло уже с утра. За пару часов. Так что морозик все-таки делает свою работу. И это не может не радовать. Так, ну что, выставляемся дальше. Сколько у меня осталось? 5 штук осталось. Так, пока я выставлял жерлицы свои, тут смотрю, руками машут. Он ни много ни мало Игоря штук 20-30, наверное, уже выдернул. У Ивана как? О, там. Тоже штук 20. 20, может, нету, может, 19.
А, может 19, да? Так, а я выставил жерлицу, пробовал на блесну. Сколько я? Штук 7-8-то тоже поймал, но что-то вообще перестали поклевки. Поставил тоже мормышку с леской 3D. 3D 016, подарок от Сереги. А посмотрим, что там скажет нам 3D. Хорошо, что не 3Z. Вообще хотели пойти чай попить. Да. Вечерний клёв будет, ну его нафиг, пошли попьем. Пойдем, пойдем. Надо еще костерок разжечь, это, кашку подогреть. Конечно. Я консерву взял, кашу, перловую кашу с мясом. Надо перекусить. Григорьевич, Эх, вот только клевать начал, надо. что, клевать начал? Эй, да пошли таких. У меня тоже. А у меня почему нет? У меня же 3D. Оп, это А у меня 4G стоит. клюет. Вроде бы, или что это? Прямо говоришь. Или что это было? Вот, всё. Надо, блин, хочет. Ладно. Это ветром клюет, наверное, кивок. Точно ветром. Три G не хочет. 4G надо, 4. Ладно, все, пошли обедать. Блин, я только червяк сейчас. Ну ладно, давай тогда твоя очередь, еще поймай одного, да пойдем уже. Так, ну вот и первый окунь на мормышку. Отошел, он метров на 40-50 отошел. Первый заброс. И сразу был удар. И на этом все пока. Такой же средний окунь. Он такой с ладошечку. Вот такие вот окушки. Кстати, на этой лунке у меня на блесну 2 раза тюкало. И так ничего я не поймал. А на мормышку сразу тюкнула. О, есть поклевка. Еле заметно, еле-еле. Оп, есть. Вот. Так. Это уже интереснее. Ловлю леска 0,16 3D. И вот такая вот мормышечка. Черная, с белыми точками и с бисером. Короче, черная божья коровка с белыми точками. Два окуня уже соблазнились на нее. Есть еще 3. Главное, на игру не берут, а берут настоящего. Ну вот, дело сдвинулось с мертвой точки. Он играл, остановил. А это ветер. Все, кончились. Вот такую мы печку соорудили. Рыбалка, рыбалка, обед по расписанию. Тем более уже темнеет, да? Да, а то день зимний короткий. Мы сейчас, если сейчас не придем, то вечерний клев начнется, точно уже не придем. Вот, тушеночка вчерашняя наша, то есть не тушенка, а как ее,
Каша. Перловая каша твердая, да? Да, настоящий. Короче, у меня получилось, соль я сверху положил, или это надо перемешать. А то где-то соленое, где-то пресное получилось. Все перемешается. Ну потом это на, Сейчас она растает. на печке, да. Попробуем перловочки с мясом. Ох, какая. Всю жизнь мечтал. Медвежьим жиром. Да. В самой армии. Ты какой, свинячий жир кушаешь? Ну, травлюсь потихоньку. Эх, ты, Ваня. Это вот как это? Мясо больше, чем магазинских, да? Да. Раньше нельзя было сало. Что там? Все, греем. Банки не выкидываем, банки на вес золота. Кто сказал, что мы ее выкидываем? Это на вес. У меня все банки кончились. Даже Григорий, что давал банки, Слушай, тоже все что кончились. тогда? У меня есть это, на колечко меняю. Ящик банок. У меня банки есть. Скупаю золото, сейчас как раз кризис. Банки на золото. Видался пекарь, там типа распродаем, все уже чуть ли не 90% скидки. Доллар уже 80 рублей стоит. Доллар скоро будет 180 стоить. Сейчас еще Трамп выиграет. Все нормально будет. Ну что, все? Все тепло, да, стало? Вообще хорошо стало. Может, здесь и останемся? Жарко. А что будем? А, Вань? Конечно, вот ту сожгем, да еще две такие принесем. И здесь спать будем. Здесь рядом О, мелодию сделаем. Володя тоже надоело рыбу таскать уже. Да сколько можно таскать ее? Сюда столько рыбы. Че, вам тоже не клюет? Давай к нашему столу. Куда вы рыбу девете? Ну, куда ее девать столько? Зачем вам столько рыб? А? Зачем вам столько рыб? Вова уже первый лед здесь скрыл, рыбу первую хапнул. Да. Крупный белок он по первому льду. Да. А? А. Хорошо брали. Щучки? На мормышку тоже? Все было. Не на то озеро мы пошли на первый лед. Не на то. Давай вернем. Вернемся, как было. Ага. Отматывать. Да. Делаем перемотку, возвращаемся назад. Экшн камера у меня полностью села, замерзла, наверное. Как она зимой снимать будет, я не знаю. А батареи не меняются. Вот поставил на зарядку, сейчас не знаю, что будет. Тем временем у нас Надо резать. вот такая вот красота. Ай, вкусняшка. А я лодку не взял. Да, Ваня, ты куда собирался? На рыбалку или что? У меня ложка все, сало есть. Я сухпай не взял, там пластиковые это были. Парень говорит, куда ты столько берешь? Не съедите за день. Я говорю, съедим. Но сухпай потом выложил, я как подумал, что нести так далеко. Ладно, друзья, кушаем. И что успеем, попробуем вечерний клев. Да, нет, там видно будет. Что, 2 раза возьмем? А тут Ваня свою ложку ты что, завернет еще разок? Да? И жрать будет нечего вообще. Где ты там мясо? Ваня говорит, я ложки не взял, вон. Ну, Что, убираем, да, то сгорит Да. потом. а он специально не взял. Горит, нет, Вань, это у тебя. Да? Видите? Вера. Так вон, 2 сучочка, Гена. Походу на землю не отбивало, или что ли? Ой. О. Ну, будем. Что-то я даже не взял водярик, думаю, возьму немножко, а то вечно все самогон, что думаю, не возьму. А я думаю, Не я взял. тоже думаю, не возьму самого. Не взял, и никто не взял. В прошлый раз хлеб не взяли, сейчас спиртное не взяли, да? Да. Не, думаю, в тот раз никто не пил, Гена не пил. Почему Чё? никто не пил? Думаю, а отливать тут, блядь. Ничего. Ничего же оставалось, ты что, разбирался? Ну да. Ну я же после бани что, буду в сумке держать. После бани там с других. Еще и удивляемся, клюет и не клюет, да?
Смотри, как красиво сидит, да, на картинке. Как настоящая. Ложка, блин, цены нет. Да. Меняюсь. Стерлась цена. Ой, спасибо, Валентине. Так, Валя. Валя, Кашка вкусная. Да. Или это ты варил? вместе варили? Валя за камерой, я. Типа мешаю. Да. Я говорю, давай наоборот, я буду тебя снимать. Я говорю, ты это, варить будешь? Нет, я не хочу на камеру. Ну не хочешь, тогда будешь оператором. Она еле от смеха удерживается, как снимает. Ну что, это не так получилось. Ну, в принципе, получилось же. Каша или съемка? Каша получилась. Каша знатная. Можно лучше идти в магазин-то, да? Там магазинское не видно, мясо тут хоть Видно. точки как. Нет, в магазине же это есть иногда баллон. Шкурки, шкурки. Шкурка и баллоника. Вот и ну. О, присаживайся. Я еще лучше кусок наркотика. Лучше. Надо не лучше, а В душу. Наркотик Да. неизлечимый, да? Ну, надо это порезать. Тугой тоже. Его пожарить, наверное, надо. Это издевательство над салом. Ну, Вот так порезать. Это жестковато. Ну, да. так-то вкусное, но жесткое. Ты вот, Вань, вот это порежь, сейчас я достану. Не понял. Кого-то порезал, не съели. Вон яички еще есть. Так. Сало. Где ты сало? Вот. Вон, Вань, вот это порежь. Копчено-вареное. Вот это вкусняшка. Мягкая. Это как раз для нас без зубов. А это надо будет пожарить. Может, мягче будет. Ну, правильники, давайте. Что, ты все до дома, что ли? А? Я думал, ты просто чаевничать. Только плюс начался. Только завтра начался. оставим. Ну что, Вова уже свою норму отсюда выловил. Ведер 8 поймал, хватит. Пирожка главное. Давайте, пока. Давай, счастливо. Пока-пока. Что, без остановок или где-то на озерах тормознешься? Да не, завтра, наверное, да, на Сингапур, наверное, В Сумгату, говорят, открыто вчера еще было. вчера, там замерзнуть. Ну, что-то завтра опять плюс передавали. Посмотрим. Видно будет. Опа, 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 опа. Либо на светлое схожу. Опа, опа. Светлые это... А, мы тоже не первые на светлом были. Это вы только на Сумгаты первые были, да? А Вовка говорит, здесь все, когда он рыбачил, говорит, здесь все открыто было. А ветром, что снег туда унесло на край, немножко, говорит, укрепилось, можно сказать. И он пошел туда. Отчаянные ребята. Не прогадал. Ну, Кан, говорит, надергал. Кан это, грубо говоря, ведро, да? Да. Это на Сёмгаты? Не, здесь. Ага. Я говорю, а озеро, говорит, открыто было. А край озера, оттуда снег, вот то, что ветром снесло, Ну. его за ночь прихватило первыми морозами. 2 сантиметра, и он без лыж, без лодки. Так что Мужчина. то, что мы там экстрим, лыжи, лодка, это да какой там, блин? Это уже так. Вот экстремалы, так экстремалы. Мало. Таких мало. Экстремалы, каких мало. Пань, порежи это сало коричневое. Я себе отрезал. Хватит, да. А, это у тебя?
Да я же попробовать, а вдруг, может вы не будете. Я же откуда знаю, порежу, блин, потом. Будем. Вот может. Экстремального. Экстрасального. Экстрасального. Подкопченое. Да, ну всякое походу. Ну, Точно мягкое. да. Это долгоиграющее сало. В рот закинул и можно целый Да. день. И ходить по льду и рыбачить. А потом на остатки это насадил. И налима. Налим любит сало, да? Очень. Но сала мало. Сала самим не хватает, да. Мы немножко отдохнем и опять тягать пойдем. Мы тягали. Наши рученьки устали. Нет. Я одну лунку нашел на блеску. Раз окунь, два окунь, ну 3 окунь. Я говорю, ну наконец-то нашел. Вот все. Не надо даже было думать. А всегда да. Подумаешь, а потом... Я только подумаю, что сорвался. Все. Точно сорвется. У меня 2 ушло крупненьких, блин. У меня тоже был удар. И такая тяжесть. Ну не такая уже, что килограмм. Но с полкилошку такая примерно тяжесть была. Я думаю, у меня была одна штучка первая. Яйки. Яйки. И чай пить. Сало, яйки, колбаса. Иван, Игорю говорил, как ты сюда рыбачить приходил с единственным червяком? Рассказывал, нет? Нет. В мороз 40-градусный, говорит, с другом, с кем там, я не знаю. С мельником. Спирт. 750-граммовая банка за пазухой. И червяки. И мы вот так шли. Вот там с катища спустились. С той Там стороны. катище через было, Днепр. да. И прямо сюда и вот тут вышли. Вот. Где-то в этом месте вышли. Так бывает. Короче, Прям нашли. Угу. Пришли на лед. Хуяк, спирт есть, а червяков нет. Замерзли. Потеряли. Ага. Мы же без лыж. Вот так вот снега. Это вы на какой лед шли уже? Не первый? Не, не первый. Весной последний, говорит. Или просто зимой. Угу. Что-то вечером пили. Слава говорит, поехали на рыбалку. А поехали, у меня еще зеленый Жигуль. На Жигулях на катище приехали, там дорога хорошая была, лес возили. На ту сторону, что ли? Угу. Машину бросили. Пили, Ну, и решили. очнулись, блин, на катище. Потом тут лазаем, блядь, Тихо. одного короеда нашли. Ну, Короче, разрезали им пополам. и закусили им, наверное, да? Пополам разрезали. И я вот тут где-то сел. Славик там бурится. Нихуя не клюет. Вот около кайдила. Да, потом я хуяк и вот такого подъязка поймал. Он говорит, о, значит рыба есть. А все не клюет. А потом он вон там баланс, вот так и лежит баланс. Дерево. Он возле самой травы, там мы же окуней кидали с травой. На самой мели. Забурился и пошел. Я прихожу. Окуня. Да. Вот сама трава. А на что ловил? Вот в том углу. Вот на глаз А, дальше. на глаз? Да. Главное одного поймать. Вначале на это короеда. А потом как погнали. Ну что, столько надергали? А килограмма по 3 надергали, по 4. Нормально. Так вот, на одного червяка.
Ну да, вот это короеда, а так Вон тут еще печеньки, не вявринки. Чуть-чуть. Ну что, сегодня будет так клевать? Нет? Точно? А почему сейчас вот возле этого бревна не ловим? Не клюет? ну, не знаю, там есть трава. Там есть трава, там ну, вот метра 2 от берега. Вот бревно, там был еще пень такой, сейчас вымело этот пень в землю. Или есть вон даже. Немного такая. И вот такая глубина была. Вот. И трава. Раз зацепишь окуня с травой. И все, так почистил. Надо И, обязательно и сегодня. хорошие окуни такие, блин. Окунь. Цепанет, да цепанет. Эй, попьем, пойдем тут туда. На зимой. А, да, зимой. Это ложь. Вот и первый послеобеденный окунь. Продолжаю ловить упорно на блесну. Клюет очень слабо. 2 еле заметные поклевки было. И вот одна результативная, и все. Сделал где-то около, наверное, 20 лунок. Он прошелся. Уже обратно иду по ним же. И вот первый окунь. Там у мужиков тоже тишина. Не клюет. Клевала вчера. Клевала позавчера. Клевала на совсем первый лед. Но сегодня клюет, но очень слабо. Иди отсюда. Как-то вот так. Но у нас есть еще часа полтора времени. Так что сейчас дойду до конца, откуда начал. И буду пробовать на мормышку эти же самые лунки. Итак, аккумулятор у меня немного зарядился, процентов 75%. Но снимать, друзья, совершенно нечего. На улице уже темнеет. Игорь уже начал собирать жерлицы. Иван собирает рыбу. Надергали немножко. Я после обеда поймал только одного окуня на блесну. Блесну не берет. Пробовал одну блесну, другую, третью. Мормышку тоже не берет. Опарыши. На червей немножко надергали. Пару килограмм, наверное, за целый день. И все. Вот у меня там одна щучка и 11 окуней. Это за целый день. Народ весь разбежался. Если не клюет, то не клюет. Вчера клевало. Вчера хорошо ловили, говорят мужики. Позавчера тоже поклевки, говорят, были хорошие. Но сегодня, если не клюет, то что? Перемена погоды, скорее всего. Сегодня холодно. Ветер поменялся. Завтра опять будет тепло. До плюс 5. Будет все таять опять. Я так думаю, этот лед уже навряд ли растает. Так что собираемся. Потихонечку сворачиваемся. И домой. Так, ну что, можно подводить итоги. Иван с Игорем жерлицы собрали. У меня 10 жерлиц стоит. Я решил их оставить. Завтра хочу еще приехать сюда, половить. Если рыба есть, может будет клевать, может не будет, не знаю. Но собирать темнеет. Ладно. В общем, подводим итоги. Вот этот пакет поймал Иван. Вот такие вот окуни, плотвички. Килограмма 3 где-то есть, да? А? Так. Что у нас поймал Игорь? Убрал уже? Я полкилограмма поймал, хватит. Полкилограмма. Пол ящика имеется в виду. Пол ящика.
Полкилограмма, не знаю. Ну-ка, Конечно, открой, наверное, открой. Лед трещит. Да что его открывать? пока Я даже не знаю, что тут. Нет, тут скажешь, там Мне даже стыдно. налимов. Налимов там нету. Вот, короче, блин. Короче, открой. В общем, Короче, 2 килограмма. килограмма 2,5 где-то. Ну и пойдем теперь посмотрим, что я поймал. Лед трещит. Щука, ну щука не считается. Щука не считается, да? У меня, как всегда, самый маленький улов. Упорно пытался найти крупного окуня на блесну. Ничегошеньки не нашел. Вон. В общем, вот таких вот 11 окуней. Вот такая вот щука. Вот такая где-то щучка. Ну, если общей сложностью килограмм-то будет точно, наверное. Может, кило с копейками небольшими. Вот такая у нас вот сегодня получилась рыбалка. Ну и все на сегодня. А теперь надо топать, пока не стемнело. Вон, в лесу уже темно. Ветер, серые свинцовые тучи. Лишь бы снега не было. Рыбалка на сегодня закончена. Поехали домой. До новых встреч, друзья. Скоро будет новая рыбалка.